защитить вот это свою, Башкортостан, свои земли, вот это исторические природные памятники. Например, Куштау вы имеете в виду? Да, я так. имею в виду, Куштау тогда еще они не выступали за Таратау. Таратау еще тогда. За Таратау они вели там разговоры, борьбу, потому что садовики, они просили именно Таратау. Вот они же, если выступали в защиту вот этой природы, это действительно же это природный памятник, не только природный, но и исторический памятник. Вот, потому что раньше там башкирские собрания проходили, там захоронены известные люди. Все эти моменты говорят, что они были правы. И в конце концов, ведь Ради был вынужден признать, что Таратау мы не тронем и так далее. Потом на Куштау это перешли. Но потом, если я начал про башкорт, потом в экстремизме их же обвиняют. В чем же экстремизм? И абсолютно они, митинги провели, а митинги у нас разрешено по Конституции. Если там безобразия нет, каких-то хулиганства, если все в норме. Иены, кстати, да, изменили. Иены, это типа не иены вовсе, а какие-то ваши свои собрания. Да, собрания были, им не разрешали. Митинги тоже они организовывали, это было тоже. Но здесь, по-моему, ничего криминального тоже нету. Потому что каждый гражданин может выйти, высказать свое мнение. Они и высказывали свое мнение, но там экстремизма никакого не было. Потом они выступали против распространения алкоголизма среди населения. Даже по районам, аулам, там они командировки устраивали, чтобы объявить свое село там, или деревню трезвым. В этом это разве плохо? Значит, кое-какие люди заинтересованы, чтобы подобного движения не было. Кто торгует, во-первых, спиртом, естественно, они не заинтересованы, что сокращение торговли спиртом. Потом садовики, само собой, разумеется, они тоже заинтересованы, чтобы все эти горы своротить, как Шахтау, покончить все, как сырье использовать это. И потом среди молодежи они разные спортивные игры устраивали, насколько знаю. То есть в их деятельности совершенно лояльно, я наблюдал, все проходил лояльно. То, что их обвиняют там экстремизме, даже там национализме и даже расизме, как наш Башлык почему-то это слово сказал. Расизм, это же вообще какой расизм будет, может быть, в Башкортостане? Что у нас... То есть, все-таки вы считаете, что круг интересантов, которым было выгодно признать Башкорт экстремистской организацией, он широк? Тут и промышленники, и торговцы незаконным алкоголем, и, я так понимаю, все-таки интерес и у руководства республики был? И руководство республики тоже был. То есть, руководство республики решил, что они по мнению Москвы, возможно, Москва же информацию разную получает, что они совсем обнаглели и так далее. Народ волнуется, всегда выступает, по деревням ездит, там какие-то собрания проводят. Собрания же они тоже, все там в основном вопросы касаются культуры, экономики, там ведения хозяйства и опять борьба против алкоголизма. Там же они не говорят, давай мы соберемся, давай мы вооружимся, давай мы выйдем, или давай будем бороться за суверенитет Башкортостана, за самостоятельность. Но таких лозунгов никто не выкидывал. Понимаете, если бы были такие выступления, еще можно было бы сказать, да, действительно, они, ребята, немножко
перегибает палку. Но этого не было, понимаете. И когда вот этот судебный процесс был, нечем было их обвинять даже. Вот эти обвинения, они были совершенно пустые. И там адвокаты сразу отметали. Притом там очень много было фальсификации, некоторые документы были сфальсифицированы. Они так и использовали вот это сфальсифицированные документы. Да, приобщили к делу. Вот наоборот, с их стороны. И, наконец, своего добились. Когда вот это разгар коронавируса как раз, вот решили провести свое очередное заседание, никого не пустили, там никого не пустили, они даже этих адвокатов не было. Вот все, им дали, наверное, команду, в конце концов, давайте вердикт вынести, что это экстремисты, что это националисты, и вообще разогнали эту организацию. И здесь опять вопрос возникает. Если это Башкорт, эта организация была экстремистской, вот националистической, но фактически выходит, что и члены все были тоже экстремистами, националистами все. Ну, по ним пока отдельных решений, конечно, нет. Отдельного решения, нет. Но с ними уже не садятся за стол переговоров, как мы знаем. Логично, вот так получается. Но это уже подавно не может быть. Вот так, что повально вот все там экстремисты, все националисты. Вот к вам, как к историку, вопрос. Я, кстати, напомню радиослушателям, что в гостях нашей студии доктор исторических наук Марат Кулюшарипов. Тот же Дильмухаметов, вот и вчера еще, выступая с последним словом в суде, упоминал свой тезис, о котором он не раз уже говорил, в том числе публично, о том, что башкирская вот нация в целом исторически не зрела, и поэтому допускает такие вещи в плане несправедливости, как с ним произошла, по поводу башкорта преследования, и, в общем, народ безмолвствует, по его мнению. Вот вы здесь склонны с ним согласиться или все-таки не совсем? С ним в какой-то мере действительно можно согласиться. Вот народ же сейчас очень много заботы, безработицы, работы ищут. Вот все молодые люди в основном там в Сибири трудятся, где-то работу ищут. То есть не до вот этих собраний, митингов, это общество какие-то поддерживает. Вот, не до этого. Потом народ держится, вот и Россия это было, Россия не так, страх, понимаешь, вот есть страх. Страх потерять работу, самое главное. Даже вот эти наши судьи, прокуроры, у них же тоже страх. Если вдруг не вынесут нужный для властимущих вот этот вердикт, все, их могут снять с работы. Тоже там, тем более сейчас безработица, там уже в Москве говорят об этом безработице. Все. Понятно, вот житейские причины берут вверх. Да, вот это объективная причина. Вот. Есть причина и, естественно, субъективная. Вот в последнее время 21 века начала, вот эта молодежь, она уже другая. У них, они, как во всей России, у них мысли другие. Вот получить образование, занять теплое место, сделать карьеру, как-то обогатиться, что-то там предпринимательством заниматься. Я так понимаю, это не ко всей молодежи относится. Вот вы только что рассказывали очень так лестно про ребят из Башкорта. Это не про них? Или к ним тоже относится? Я в общем говорю, такое есть. И карьера тоже. Кто-то очень хочет карьеру делать. Здесь такие причины они действуют. Вот 90-е годы там картина была другая. Я вот в свое время там
Башкирский народный центр был одним из основателей этого Башкирского народного центра. Вот такого давления на нас не было. Мы организовывали вот свой устав, без их вмешательства вот, написали, ну, естественно, в рамках Конституции. Все, сколько митингов провели, даже вот когда Кавказская война шла, мы против остановки этой войны там выступали, ну, ничего, нормально. Там, сейчас говорят, вот 90-е сейчас ругают, вот 90-е так было. Я с этим абсолютно не согласен, вот таким определением. Что в Москве, возможно, так было, а здесь 90-е годы была действительно настоящая демократия, была 90-е годы. Там и голосовали там нормально. Вот, там фальсификации голосования не было. А сейчас это уже вообще, эта зараза, фальсификация уже распространилась. Вот полную мощь. Значит ли то, что вы согласны с мнением того же Дильмухаметова и ребят из Башкорта, может быть, о том, что для того, чтобы сохранять вот некую такую национальную идентичность, преемственность, все-таки нужно иметь больше властных полномочий на уровне регионов? То есть все-таки возвращаться к теме федерализма? Или можно вот и при нынешнем режиме, как говорится, так или иначе стараться сохранить? Ну, я еще будущий вот, председателем БНС, вообще ну, активистом Всемирного Курултая Башкир во всех своих выступлениях, вот, когда вот, начали укреплять вертикаль власти, выступал за федерализм. Я говорил, что у нас все отняли фактически, что у нас нет сейчас вот, ну, урезанные уже права, и политические, и экономические, вот и культурно-духовные, все, действительно. То есть это уже, хотя считается Башкирская республика даже, не автономия, да, сейчас федеративного государства. Ну, сейчас федеративное государство, то есть какими-то политическими правами ну, должна же обладать эта республика. Ну, фактически этого же нету. Мы полностью зависим, что скажет Москва, что прикажет, вот, кого захочет, того и поставить, вот так. Но это же разве нормально? Вот я открыто скажу, нормально разве? Вот. Вот. Ну, естественно, они проводят вот, якобы выборы, но выборы уже видно, если Путин поддерживает, это он все равно пройдет. Хоть один голос наберет, скажет, 80 голосов он набрал. Это уже видно вот, по последним выборам. У нас сейчас выборы потеряли всякий смысл. Выборы. Даже советские выборы и то не так были. Вот эти сейчас любой вот, там, опросы и так далее, все рисуется, фальсифицируется. Вот это вот, широкое распространение получило. Это очень плохо. Ну, я добавлю, у нас сейчас вообще, мы можем сказать, по существу демократии нету никакой. Вот если мы лишены вот, возможности нормально избирать свою главу, там президента или башлык, или кого, чего, там, ну, разве я могу сказать, я бесправный. Потому что это независимо, я там за поставлю или против поставлю, все равно это пойдет как за. Хорошо, мы сейчас с вами должны прерваться. Я напомню, что в гостях «Эхо Москвы» в Уфе доктор исторических наук Марат Кульшарипов. Оставайтесь с нами, через минут 5 мы вернемся в нашу студию.
20 часов 30 минут. У микрофона Марина Старостина. В середине часа на Эхе новости. В Кремле считают, что представлять версию отравления политика Алексея Навального как единственную неверно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сослался на представителей Германии, которые говорят про высокую долю вероятности отравления. По его словам, изначально нужно установить вещество, которым, возможно, был отравлен Навальный. Только в этом случае будет смысл проводить расследование. Замгоссекретаря США Стивен Биган сегодня будет проводить переговоры в Москве. Накануне он встретился в Литве с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Подробнее о дипломатической миссии Бигана расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова. На сайте Госдепа США 24 августа было вывешено официальное сообщение, в котором говорится, что во время визита в Вильнюс замгоссекретаря США Стивен Биган встретился с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичусом, министром обороны Раймундасом Кароблисом и другими официальными лицами, чтобы, цитата, «обсудить ситуацию в Беларуси и противодействие угрозы со стороны России и Китая». Конец цитаты. Биган также встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, именно так ее официально называет Госдеп, и подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси. Стивен Биган также заявил, что у США нет никаких указаний на возможное планируемое российское военное вмешательство в Беларусь и призвал Минск принять посредничество ОБСЕ в диалоге между всеми сторонами. Сегодня и завтра Биган будет находиться в Москве на переговорах с Кремлем. По итогам поездки в Вильнюс замгоссекретаря заявил, что Вашингтон не будет определять ход событий в Беларуси, поскольку это право исключительно белорусского народа. Роскосмос сообщает о том, что изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте завершена. Все переходные люки открыты, давление атмосферы в пределах нормы. На прошлой неделе сообщали, что российско-американский экипаж ведет работу по локализации места утечки воздуха. Предположительно, была в американском сегменте станции. Впрочем, проверка показала, что все модули герметичны. В Узбекистане новый учебный год из-за пандемии решили начать 14 сентября. Как сообщили в Министерстве образования, сегодня в районах, где нет масштабного распространения коронавируса, занятия могут начать на неделю раньше. Отметим, что российские власти не нашли оснований для переноса учебного года. В Краснодарском крае из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей и даже туристов. Как сообщает газета РБК, наиболее сложная ситуация сложилась в районе Анапы. Там площадь пожара составляет 3 гектара. В этом районе расположен природный заповедник, горит реликтовый лес. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале, что к тушению пожаров привлечена авиация. В Москве сейчас плюс 24 градуса. Ближайшей ночью обещают плюс 15-17. Завтра днем прохладнее будет, плюс 20-22. Облачно и дожди. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. По средам после 13 часов на Эхе Москвы в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Открой журнал «Дилетант», познай свою страну, ощути ее причастность к мировым событиям и оцени историческое предназначение. В журнале ты найдешь ответы на загадки истории, инфографику и красочные иллюстрации, историю, оружия и еды. Увидишь исторические события в комиксах, разгадаешь кроссворд, узнаешь о новинках кино и литературы, куда сходить и во что поиграть. Журнал «Дилетант» проведет тебя по лабиринтам истории и поможет понять суть событий. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Проверка. Тикшеру. Проверка действий. Эшмәкәрлекте тикшеру. Проверка действий. Эшмәкәрлекте тикшеру. В Башкирии прокуратура начала проверку действий главы Ишимбайского района Нашихане Куштау. Башкортостанда прокуратура Ишимбай районы башлыгының Куштау шыханындагы эшмәкәрлеген тикшерү эшен башланы. В Башкирии прокуратура начала проверку действий главы Ишимбайского района Нашихане Куштау. Башкортостанда прокуратура Ишимбай районы башлыгының Куштау шыханындагы эшмәкәрлеген тикшерү эшен башланы. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».
Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» с доктором исторических наук Маратом Кульшариповым. Меня зовут Руслан Валиев. И номер для ваших смс-ок +7 927 304 1051. Прямая трансляция в Фейсбуке и Ютубе также идет. Хотелось бы ваше мнение по поводу событий, которые, по мнению некоторых наблюдателей, предшествовали накалу страстей вокруг Куштау. Вот те же самые активисты, их лидер Урал Байбулатов в интервью Алексею Венедиктову говорил, что, в принципе, народное недовольство, оно не ограничивается лишь Куштау, в том числе активисты там, национально ориентированные, в общем, против, например, того, что в стране ущемляются национальные языки. Отменено обязательное изучение языков, в частности, там, башкирского, татарского и так далее. Вы согласны с этим мнением, что это неправильно? Ну, здесь так резко трудно сказать, согласны или не согласны. По Конституции, естественно, каждый народ может изучать свой язык. Так ведь? Если я скажу, что башкиры не могут вот нормально изучать свой язык, вообще язык не изучается, сказали, я экстремист и так далее. Но с другой стороны, ведь фактически препоны делаются к изучению башкирского языка. Вот это другой разговор. Очень, вот в свое время даже вот, там в школах там прокуроры ходили, там чтобы заявление написали, что хочет будет изучать родной башкирский язык. Если он заявления не будет, то будет изучать русский язык. Угу. Ну, вот такая была постановка примерно. Да-да-да, именно так. Вот, такая постановка была. Но это абсолютно неправильная постановка вопроса. А как должно быть, по-вашему, правильно? Ну, это же вообще смешно, понимаете? Смешно. Вот если так выходит, вот твой вот ребенок будет изучать географию или нет? Или историю, или русский язык? Пусть пишет, если нет, значит он не будет изучать. Примерно так вот получается. Вот, примерно так. И поэтому я этот момент считаю дискриминацией по существу башкирского языка. Дискриминация. Понимаете? Это ограничение, попытка ограничения детей, изучающих свой родной язык. Вот. Это имеет место. Это касается только башкирского или вообще любых других национальных языков, народов, проживающих в республике? Я про других национальных языков не могу сказать, потому что разговор прежде всего тогда шел о башкирском языке, о там, татарском или чувашском. Я ничего не могу сказать. Я только о башкирском языке в данном случае говорю. Если наша заставляет писать заявление, чтобы его ребенок изучал свой язык, значит, другие, наверное, тоже. Хорошо. Также должны ли, то есть если все-таки, вот вы говорите, что люди не должны сами решать, изучать им или нет, должны ли все жители Башкортостана, вне зависимости от их нации, изучать именно башкирский язык, на ваш взгляд? Ну, это уже другой разговор. Там вопрос был как поставлен, вот изучение языка, сначала изучали. Там, в принципе, это добровольно. как государственный язык. Угу. По Конституции Республики Башкортостан башкирский язык государственный. Если государственный язык, то все должны изучать. Вот и программу ввели, но ничего толкового не получилось. Почему? Почему, кстати, да? Потому что это башкирский язык для других, это как иностранный язык, это же трудно. Во-вторых, для этого надо как следует готовиться, чтобы учебники соответствующие были, методические пособия, вот, учителя подготовленные для преподавания, вот, скажем, башкирского языка, там, в русской школе или там, чувашской. Ничего этого не было сделано. И поэтому вот эти уроки башкирского языка, они вообще нормально и не проходили. Угу. Там просто формально. Так себе формально ну, сидели там, чем угодно занимались вот эти дети, они ничего не усваивали. Вот это очень плохо. Понимаете, вот это такой есть момент.
Ну, так, если уже, по правде говоря, ну, по Конституции, да, должны они изучать. Но я не сторонник того, чтобы там всех вот заставлять изучать башкирский язык, если он не хочет. Ну, пусть не изучает. Ну, меня, если не расстреляют за это слово. Ну. Нет, если не хочет вот ребенок вот, изучать, хотя это по Конституции они должны изучать. Прежде всего, сами башкиры, башкирские дети должны изучать свой язык, и это было бы очень хорошо. Да, понятно, ваша и позиция. Их не надо в этом ограничивать. Не надо как факультатив это сделать башкирский язык. Вы знаете, вот вот тут важный, на мой взгляд, вопрос пришел от нашего радиослушателя. Он упоминает Башкирский народный центр «Урал», о котором вы сами сегодня говорили, да. и упоминает его рекомендации аж 90-го года, значит, не допускать издания газет, книг на татарском языке в республиканском масштабе. Вот. Было такое? Да не было. Откуда они выкопали? Ну, тут даже вот фотографию прислали нам в Телеграме. Ну, где-то, наверное, промелькнуло, а так, чтобы как тезис или как решение на своих съездах мы такого не принимали. Ну вот сейчас, на сегодняшний день, давайте так, вот вы сейчас как считаете, в принципе, в республике как должно быть, я не знаю, да, вот издание книг, журналов, периодики, оно как должно регулироваться, в каком соотношении должно происходить? Республика Башкортостан это республика многонациональная. Естественно, это глупо было бы, чтобы татары не сдавали свои газеты. Все, если хотят, желают, если вот желание, чуваши и другие должны выпускать, иметь свою прессу. Вот я за это выступаю. Ну, башкирское, само собой, разумеется. А должно ли государство, руководство республики в равной степени поддерживать выпуск той или иной прессы? Или пусть сами вот хотят и выпускают? Как должно быть, на ваш взгляд? Если хотят, сами выпускают, это уже на самотек. Это так не должно быть сделано. Тем более в наших условиях, вы знаете. Потому что и так сейчас газеты, журналы требуют поддержки, мягко говоря. Требует поддержки, потому что там уже сейчас же вообще телевидение, интернет и так далее, все это все же давит же все-таки. Вот. И поэтому национальную прессу надо поддерживать вот за это. А правильно ли я понял? Вот вы сейчас упоминали, да, то, что языки у нас вроде и изучались, и вроде даже из-под палки это было, но фактически превращалось это все в фарс. То есть даже те годы, когда, скажем, прав у республики было больше, фактически этим правом воспользовались не совсем эффективно, во многом бездарно. То есть это не помогло укрепить, не знаю, национальное самосознание, владение языком. Я правильно понял или не совсем? Ну, там уже, вот так говорят, не воспользовались, там бездарно. Ну, это был определенно только был небольшой период, понимаете? Ну, да. Вот когда вот это за 2 года или за 3 года там язык не изучишь, это течение. Вот в свое время, когда Шакиров был первым секретарем, он в северо-западных районах, вот кто себя считал башкиром, там он сказал: откройте башкирские школы. Там действительно начали нормально изучать башкирский язык, все было очень хорошо даже. Вот там уже, лет 5-6, по-моему, они уже начали говорить по-башкирски, они поступали учиться факультет башкирской литературы и языка, даже вот из северо-западных районов. Но вдруг раз, все, там Хавибуллин перешел, потом это выступление было, вот я забыл, там письмо в Москве, и все это прикрыли, приостановили. То есть вы сторонник того, что вот как раз так называемый вопрос северо-западных, там, то ли татар, то ли башкир, это такой вопрос политический, то есть не люди сами решают, кто они, а все-таки политики, которые, значит, диктуют, что ли, свои условия? Диктуют свои условия, я бы так уж совсем не сказал бы. Почему? Потому что там же вот северо-запад, в Татарстане говорят, там одни татары живут, но это абсолютно неправда. Наверное, утрировать нельзя, говорить, что одни. Абсолютно неправда.
живут башкиры. Если башкиры живут, почему они не должны изучать свой родной Так должны, язык? наверное. Вот вопрос надо так ставить. Ага. Вот. Ну, вот сейчас, кстати, в этом году буквально термин, наверное, возник раньше, но так или иначе говорить стали громко в этом году весной, когда провели диктант башкирский, в том числе диктант с использованием северо-западного диалекта башкирского языка. И есть мнение, что, в общем, это несуществующий диалект, что это, по сути, татарский язык, кто-то говорит нет, это действительно северо-западный диалект. Вы здесь какой точки зрения придерживаетесь? Ну, здесь вот это... Я вот не согласен. И изначально был не согласен вот на каком-то диалекте еще вот, диктант. Что это там диалект, это надо разработать, даже учебники и так далее выпускать. Я с этим принципом абсолютно не согласен. То есть тот язык, который называют северо-западным, это татарский все-таки язык? Ну, не совсем татарский, но все равно ближе. Близкий. Это татаризованный башкирский язык, так можно сказать. Потому что татарский, они потому что обучались в школах уже давно, с 20-30-х годов на татарском. Вот тут, кстати, хотелось бы, чтобы вы пояснили, почему так произошло. Ну, то есть, если там люди, ну, как вы говорите, все-таки башкиры, владели раньше, то есть, башкирским чистым языком, а вдруг их обучили, и они переучились. Вот как это возможно? Ну, это большая история. Если начну рассказать, это в свое время, вот 20-е, вот первой половины 30-х годов, до 37-го года, вот в северо-западных деревнях, где жили башкиры, они изучали башкирский язык. Все были башкирские пособия и так далее. Все было. Канонический, так называемый башкирский, да? Башкирский язык, да, настоящий. Так. Но 37-й год, уже ближе к 37-му году, все эти башкирские школы были закрыты. Все учителя, они были репрессированы, как валидовцы. Фактически преподавателей не осталось. А почему в той зоне, а почему, я не знаю, не по всей Башкирии? Это было по всей Башкирии. Не только учителя, вот кто с высшим образованием, тем более профессора вот башкиры, все были признаны. Но именно там это возымело негативный эффект. Да, их назвали националистами, валидовцами, все, как говорится, были репрессированы. На северо-западе это привело к тому, что язык был потерян, на юго-востоке нет. Почему? Да, это привело к тому, что у башкир фактически нормальной интеллигенции не осталось вот после 1937 года. Она восстановилась только после войны, вот 50-е, 60-е годы, потому что все учителя были перебиты. Это точно. Вот это правда. Вот. Вот почему. Иногда поэтому говорю, вот башкиры, вот такие всякие отсталые. Но все равно сейчас более-менее, вот 60-е годы стали появляться студенты из Башкир, ученые, крупные и так далее. То есть постепенно это все восстанавливалось. А до этого была такая вот эта ужасная картина. Вот я сам башкир, да, в башкирской школе преподавала татарка. Вот она. Башкирский язык преподавала? Да, башкирский язык преподавала она. Ну, естественно, на татарский ладно, но мы на татарский, мы по-башкирски. И во многих школах, действительно, вот я в Ургинской школе учился, башкирской, там тоже из татар было много преподавателей. Хотелось бы понять. Потому что даже вот этих преподавателей не хватало, знающих башкирский язык. На бытовом уровне почему, вот простым языком, да, почему репрессирована была именно башкирская интеллигенция, преподаватели башкирского языка? Да. Почему? В них это опасности все, больше видели? Да, все это связано с башкирским национальным движением опять. Ахмед Заки Валиди и его Ахмед Заки последователи. Потому что, если вы знаете, было мощное башкирское движение. В 1917 году она еще до победы октября образовалась. Да, понятно, первая республика. Башкирская национальная республика была объявлена не большевиками, а под эгидой даже от атамандутов там был. Потом башкирские войска сражались на стороне белых. Вот это была очень мощная армия. Вот. И поэтому даже там, понятно, предпосылки. Хотя они перешли на сторону советской власти там, в 19 году, но все равно считали контрреволюционерами. Ненадежными элементами. Ненадежными и так далее, да. Вот такая была картина. Тем более там
ведь в башкирских войсках самая интеллигенция там была вся. Вот. И вот эти были профессора. Итак, возвращаясь к северо-западной, да, вот проблеме, назову ее так. В итоге, значит, вы утверждаете, что все-таки большинство населения там башкиры, и просто они переучились, ну, по объективным причинам. По объективным, да, большинство, да. Я почему это сужу я по переписям. По переписи 1897 года и переписи 1917 года. Но ведь там, говорят, переписи по сословию, а не по национальности велись. Не, что-то, да, это ерунда. Это как Казани придумали, это какие сословия? Сословия не было. Это придумано... Где вы сказали, в Казани? Да. Ага, понял. Это не сословие. Какое сословие? Что это ерунда? Сословие... Какое может быть сословие? Это... Они хотят сказать, что башкиры не нация, а сословие. Как это? Тысячелетняя история, это сословие. Одно время, только вот кантонный период, там можно считать, что башкиры были военным сословием. Но это уже они все должны были служить в армии и так далее, все нести военную это отдельная службу. история кантонного периода. Да, кантонную систему я имею в виду. Кстати, к переписям ведь тоже вопросы. Вот вы привели 100-летней давности, а есть переписи относительно современные. И вот есть 89-й год. Цифры там другие, отличаются. Кантонный период был кантонной системы управления. Вот там, с 78 года по 65 год. 1865 года. Это сословие там было. Это действительно башкиры были, как военное сословие. Но потом они в разряд тоже... Здесь понятно. Так называется. Перешли сельских обывателей, обыкновенных сельских жителей. Прокомментируйте разницу все-таки в переписях последних десятилетий. Почему она большая? Какая последняя? Вот имея в виду, есть у нас сейчас цифры 2002 же год последний, 10-й еще был. И вот 89-й год, некоторые говорят, почему цифры отличаются по тому же северо-западу, по национальному составу. Да, к современности уже. 89-й год и 2002 год. Например, да. Там там причины есть этого административного характера. То есть, условно, руководители... Имел какое-то место, в какой-то мере административное давление. Ага. Просто считается, что 89-й расцвет демократии, никто никого не давит. И в 89-м году, и в 2-м году, я уже не знаю. Вот так. Потому что каждый... Вот сейчас тоже перепись приближается. Да, кстати. У нас всегда, фактически, говоря между татарами, стычка всегда. В период переписи традиционные споры начинаются. Традиционно споры начинаются. Но если поднять все это дореволюционные документы, все это ревизские сказки, там большинство башкир. Допустим, ты не поверишь, 1897 год, башкир, 1 311 000. Потом Уфимской губернии, даже в северо-западных уездах башкир было гораздо больше. А татары... То есть очень большой процент составляли башкиры, татары только 8% составляли. На территории губернии? Да, Уфимской губернии, губернии. Это без мишарей, тептярей, их отдельно почему-то там насчитали. Вот. 17-й год вообще дал, 17-й год, Временное правительство тоже перепись. Сельское хозяйство, изучал я эти документы. Да, 1 750 000 башкир. В 17 году. А к 1926 году осталось где-то 600 с чем-то башкир. То есть 1 миллион пропал, исчезло. Поэтому вы Солженицына читали, да? Вот говорят, вот такой геноцид. Это самую большую трагедию, этот геноцид, он Солженицын пишет, испытали башкиры. Там более 1 миллиона человек погибло за годы
революции, вот эти 20-е. Это стало последствием такой активной позиции национального движения, на ваш взгляд? Да. И там голод, и гражданская война. Ну, понятно, это всех затронуло, страшный был конечно. голод, да. И говорит, история об этом, говорит, не знает. Вот Солженицын так писал. Это не мои слова, а Солженицына. Но я в своей монографии я тоже указал. В башкирское национальное движение я написал, вот там у меня есть подраздел демография, что действительно имело место геноцид. Эти вещи еще предстоит как-то Там, переосмыслить, естественно, не знаю, признать? Или Москва это не всё? хочет признать этот геноцид. Московские ученые там, они противятся. Но фактически был геноцид. А попытки его признать Потому в что- 90-е годы, скажем, были? Потому что в массовом порядке вот эти документы сохранились. По деревням ездили, вот это красноармейцы расстреливали башкир. Вот. Ну, мужчин вот, Понятно. способны носить вот, оружие, винтовку и так далее. Он Полянов, он вообще там своим Смоленский полк. А есть смысл в нынешних условиях, если мы все-таки говорим, что не нужно как бы бередить раны, нужно ли вот это все-таки как-то признавать, обсуждать? Ну, я не знаю, почему мы, когда вот касается вот кого-то другого, мы всегда говорим, бередить раны. Почему евреи всегда бередят? Холокост. Еще за это деньги столько они взяли в Германии. Попробуй скажи, что Холокоста не было. Тебя Ну, да, я понимаю, о чем вы. Ну, а почему они бередят? И другие тоже бередят. Те же самые армяне вот, говорят об этом. Если они другие говорят, а почему мы не должны об этом говорить? Вот с этой точки зрения надо подойти. Вот у нас, допустим, в 18 веке, 1750 вот в середине, там это восстание Батырши было. Да. Не 70-е, это 50-е годы. 50-е годы. Это 70-е, это уже Пугачев, Да, нам надо закругляться. Салават-Юлаев, там Батырша. Там вот восстание вот этой Батырши в ходе. Вот деревни там Сиантусы. Да, это известная история, очень печальная, к сожалению. Там амбар загнали всех. Людей и там, сожгли заживо. всех там сожгли. Там такая экзекуция была Мы проведена. вынуждены с вами на этой печальной ноте, но у нас очень время много, истекло. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, доктора исторических наук Марата Кульшарипова. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч, до свидания. Реклама. Здравствуйте.